Философия компании – открытость, прозрачность. Одевают каждый день новую одежду. Каждая колбаса проходит через сканер. Одновременно она моет колбасу, и второе, она охлаждает колбасу. Допустим, сейчас идет, я так понимаю, сушка. Открывая систему, видим даже эффективность людей. Даже в ящиках есть у нас QR-коды. Эта намазхана именно нужна здесь. Бывало, что хлеб просто не успевали приготовить для нас. Тут все халал-сертификаты на все сырье, компоненты, которые мы используем. Мы для себя мясо курицу делаем сами. Прописанные цели есть амбициозные, войти в топ-5 крупных агропромышленных холдингов в Центральной Азии. Я родился в селе Мырзаке, это Орская область, но родом я из села Барсхон, Иссык-Кульской области, Жетыгульского района. А вырос все детство, юность, и до 18 лет я прожил в городе Каракол. Я начал ходить в школу и закончил школу именно в городе Каракол. Учился в школе Некрасова 3 до 8 класса. После 8 класса я перевелся в областную школу-лицей имени Токтогола Сатылганова. Это вот один из лучших школ, я могу сказать, Кыргызстана, и очень много знаменитых, талантливых выпускников выпустились из этой школы. Окончив школу в 2000 году, я поступил в университет Манас на факультет компьютерной инженерии, и в 2005 году я с отличием окончил университет. Кстати, я школу тоже окончил золотой медалью. Одновременно я являлся еще чемпионом Кыргызстана по боксу. В 90-е годы после развала мы, можно сказать, выросли очень трудные моменты. Наши родители максимально позаботились, чтобы мы не чувствовали этого и получили максимум знаний. А все свободное время наши родители заставляли нас читать книги. Ну как заставляли, мы приучились, можно сказать, и мы именно произведения Чингиза Айтматова, всех наших писателей, можно сказать, наша семья прочла не в школе, а во время, допустим, школьных каникул дома. Такой прям огромной мечты не было на самом деле, но мы понимали, что нужно быть успешным человеком. Как наши родители говорили, чтобы мы были полезны обществу, нашей стране, родине. Вот, наверное, вот эти моменты двигали нас. Да, ключевой момент – это, наверное, 2005 год, когда я после окончания университета на лето уехал в Астану. Там мой старший брат Бектурсун учился на аспиранта в университете Гумилева и параллельно подрабатывал, да, и вот я тоже решил там подработать немножко, но так как разрешения на работу не было, не смог устроиться на работу, и мы с братом решили просто попробовать что-то свое сделать, и начали сэндвичи, так как в Астане их не было тогда, а в Бишкеке мы как студенты постоянно кушали, пользовались, потому что это была удобная, дешевая еда. И вот мы увидели потенциал, что можно развивать этот бизнес именно в Астане, и вот так начался наш бизнес. Тойбос – это игра слов на кыргызском. Той – это праздник, все хорошее, да, что происходит, а босс – это с английского это как основное, да, вот если праздник, мы хотели, чтобы наша продукция была основной. И с другой стороны, тойбос – это ненасытный, да, можно кушать постоянно сэндвич. Перед посещением производства мы сперва оставляем все инородные вещи, такие как телефон, часы здесь, чтобы они случайно не попали в продукцию. Все это делается для того, чтобы избежать попадания инородных веществ в готовую продукцию. Вот так. Здесь мы заходим уже в коридор, который уже относится к производственной зоне. И вот у нас сотрудники все заходят
сперва на улицу оставляют обувь грязную, потом вот тут, если посмотреть, у них есть раздевалки, у каждого свой номер, и они все свои одежду здесь снимают. Если заметили, вот здесь есть душ, они перед посещением производства принимают душ, потом одевают каждый день новую одежду. То есть у всех пронумеровано, и они каждый день снимают грязное белье, на утро одевают чистое. У нас есть промышленная прачечная. Каждый день сотрудники одевают новую одежду, а старые спецформы приходят сюда, они вот моются, сушатся и потом гладятся. Все это вот делается для того, чтобы мы соответствовали всем вот этим международным стандартам. Это наша столовая производственная, все наши сотрудники питаются 2 раза. Завтрак, обед у нас предоставляется компанией, и все посещают по графику. Здесь вот непосредственно мы вот перед заходом сперва моем руки, это обязательно требования, потому что мы заходим уже в чистую зону. Потом сушим. Для сотрудников, как я говорил, мы 2 раза меняют обувь. Перед входом они снимают свою обувь на улице и одевают тапочки. И дальше идем в само производство. Это вот дисбарьер. Здесь происходит дезинфекция. Так как это пищевое производство, тур начинается с чистой зоны и заканчивается грязной. Да? Это условные обозначения. Мы сейчас вам покажем, где упаковывается готовая продукция. Потом в конце дойдем до сырья. Идемте. Это упаковочная зона. Вот вся колбаса, которая производится, она вот здесь упаковывается, ставится номер партии, число, дата и дальше идет на хранение. Здесь вот это таромойка. Если у нас условно ящик выходит на улицы, перед тем как зайти на производство, она обязательно должна мыться. То есть просто так не заходит. Даже если это новый ящик, мы обязаны их мыть. Ну вот, это вот вся готовая продукция, которая стоит, она ночью уже будет распределена, что куда уходит, и пойдет уже спецтранспортом, допустим, в Ош, Джалалабад, на Исукуль, в зависимости от заказов. Здесь 4,2 градуса температуры. У каждой колбасы есть уже своя партия, дата выпуска и партия. То есть по ним мы автоматически вот, через компьютер определяем, сколько у нас стоит, что стоит, где стоит. Перед тем, как покинуть завод, каждая колбаса проходит через сканер, через рентген проходит, и мы условно через рентген каждую продукцию смотрим на инородное тело, там, то, что там не должно быть. Если что есть, вот бракуется. То, что бракуется, не обязательно, что это бракованная колбаса, просто мы дополнительно его проверяем. Это называется упаковочная линия. Это вот система, которая нам готовит штучную продукцию. Допустим, если вы в маркетах заметили, там каждый грамм написан, вот это все пишется здесь. А здесь вот упаковывается колбаса и сразу же наносится маркировка, дата производства и партия. Это все партия автоматом передается через, у нас есть специальная ERP-программа, где мы цифровизировали весь процесс. И вот в конце вот эта партия покажет, из какого сырья сделано, кто сделал, где хранилось, сколько стояло, кто привозил, в каких условиях привозили. Все это электронно хранится у нас в программе, в системе. У нас есть разные заказы, мы работаем с хорика, допустим, и, допустим, для пиццы мы нарезаем колбасу по требованию. Либо бывает, что мы чистим колбасу, режем колбасу. То есть весь процесс автоматизирован у нас, и все это автоматом записывается в программу. Так, допустим, вот что здесь стоит, вот тут, если смотрите, есть QR-код. Через этот QR-код мы знаем, какая продукция, в каком количестве и из чего она сделана.
Это вот зона хранения, можно сказать. Здесь колбаса доохлаждается и ждет дальше. Допустим, здесь максимум бывает, что сутки, до 2 суток, в зависимости от какой день. Потом дальше, в зависимости от заявки, люди приходят, читают, какая колбаса, и дальше упаковывается и ставится номер, то, что мы показали. У нас вся колбаса висячая, она руками нигде не трогается, ручной работы нету. Так, это комната интенсивного охлаждения. Час-полчаса она продукцию, допустим, с 50 градусов она спускает до 4 градусов, до 6 градусов. Вот эта часть, это вот душирование называется. Выходя из печки, там у нас есть копчение, она очень жаркая, и чтобы убрать вот эти, копчения, мы его обязательно должны мыть. Это вот душ исполняет сразу две функции. Одновременно она моет колбасу, и второе, она охлаждает колбасу. А это, можно сказать, вот критическая точка, сердце. Все вот эти термокамеры, они современные, у них есть свой мозг, и оператору остается просто выбирать, что завезли, и нажать на кнопку «Включить». И дальше, в зависимости от вида продукции, здесь колбаса может час вариться, 2 часа, а до 4 часов. Это вот весь процесс технологический, она зависит, какую продукцию именно делаем. Допустим, сейчас идет, я так понимаю, сушка. Видите, она сухая, идет процесс сушки. О. Это вот термокопчение. Вот я открыл уже сразу сигнал. Человеческая ошибка минимизирована, можно сказать. Все контролируется автоматом. Вот, смотрите, сейчас, допустим, нам показывает интенсивное копчение. Вот, когда я открыл, там был огонь. Температура батона должна быть 85, стала 83. Она доведется, потом пойдет следующий процесс. То есть должно быть 15 минут, 13 минут, еще 2 минуты варится. И все это в конце дает вот тот стандарт, те качества, которые мы гарантируем. Ну вот это сырая колбаса. Здесь вот холодно, и она вот дозревает, можно сказать, продукция. Зона формовки. Каждая линия производит одну продукцию. Наши вот, кто вешает, довешивает, потом все это заносится в электронную систему. Кто что сделал. И мы в конце, допустим, открывая систему, видим даже эффективность людей. Здесь вот приготавливаются специи, и здесь отдельная вентиляция. То есть это к тому, чтобы вот эти специи не попадали туда. Это независимая автономная вентиляция, которая полностью вытягивает вот запах и специи. Это сосисочная линия, тоже автоматизированная. И она автоматом, каждая сосиска, она одинаковая, то есть дозируется. Каждый 10-й вес она автоматом взвешивает и корректирует вес. У нас есть отдельно продукция, колбаса сырная. И вот именно для этой продукции мы сыр режем. Это специальный аппарат, который в ломтике сыр режет, и она уходит по рецептуре в свою колбасу. Даже в ящиках есть у нас QR-коды, и, допустим, он сюда забивает информацию. Эта зона изготовления фарша очень шумная на самом деле, так как оборудование очень большое, мощная продукция, как бы добавляются все специи, все компоненты, и она их измельчает. Допустим, если это докторство, она прям до мелочи измельчает. Здесь уже вот замороженный фарш, она вот разбивает замороженное мясо на ломтики. И вот эта линия, она, можно сказать, промышленная микроволновка. За 6 минут с минус 20 до минус 1 спускает. То есть это интенсивная дефростация идет. Сырье должно размораживаться тоже в определенных условиях. Его, допустим, нельзя сутки, двое суток размораживать, потому что у него уже пропадет качество. Это уже непосредственно хранение сырья. Здесь минус 18 градусов, и тут сырье условно у нас хранится сутки, двое суток.
Это вот зона приемки сырья. С прошлого года вот мы решили, и вот этот сканер на самом деле решает очень много вопросов, так как в сырье непреднамеренно, но могут попасть разные вещи в процессе там, производства у других компаний, либо в процессе транспортировки. И вот исключить, чтобы вот такие варианты, у нас тоже стоит вот, система сканирования. Здесь после формовки, вот вы как видели, фарш формируется. И если это для колбасы уходит в ту сторону, если это для котлет, она идет сюда. Пойдемте. Это вот кебабы, сэндвичи кебабы. Это формовщик, проходит через всю линию и заходит. Это шоковая заморозка называется. Она за 1 час уже превращается в минус 18 градусов. И она выходит с той стороны. Пойдемте вот. Она выходит уже в замороженном виде и опять же проходит через сканер. Мы знаем, что здесь исключается, не может попасть, но по, опять же, требованиям стандартов мы обязаны, опять же, проверять его. Здесь уже складывается и готовится к отправке заказчика. Рядом с формовкой, вот тут все формируется, рядом у нас, опять же, мойка тары, но вот эти ящики никогда не выходят на улицу, но тем не менее после каждой смены мы обязаны их мыть, и они моются и сушатся. И вот мы тут заканчиваем и выходим уже с другой стороны. Если вы замечали, мы вот заходили с другой стороны, выходим уже с грязной зоны. Здесь вот находятся уборные, мужская, женская. Сушильная для фартуков есть. Внутри завода было спроектировано изначально вот намазхана. Здесь они по очереди уже приходят и молятся. Для чего нам нужна намазхана именно в производственной зоне? Потому что 95% наших сотрудников, они мусульмане, и многие из них практикующие мусульмане. Да? И чтобы, не прерывая процесс, то есть не останавливая производство, они имели возможность молиться, мы непосредственно перед производством поставили намазхану. Период, допустим, с 2005 до 2008-2009 года мы просто как бы формировались как предприниматели, я могу, можно сказать. На своих же ошибках мы учились. До сих пор учимся. Предпринимательство либо бизнес – это такая отрасль, когда мы постоянно должны учиться, постоянно какие-то ошибки происходят. И, наверное, успешность в бизнесе в том и заключается, чтобы преодолевать вот эти трудности, решать каждодневные вопросы. Неудачных моментов очень много на самом деле. Бывало, что хлеб просто не успевали приготовить для нас, так как мы не были основными заказчиками, и бывало некоторые дни вообще мы как бы оставались без хлеба. Решив этот вопрос, мы сталкивались с другими вопросами, допустим, опять же, это сыр, колбаса, в один день было, в другой день не было. То есть куча проблем, которые нам приходилось по ходу решать. Если это ночью, сэндвичи вообще готовились ночью. И ночью мы искали по всему городу, там бывало майонез искали, бывало сыр искали, бывало колбасу искали. То есть все, что там не оставалось, не хватало, мы как бы покупали по всему городу. Прям таких моментов, когда хотелось бросить, не было. Но были моменты, моменты разочарования, моменты провалов, но все это в конце концов улучшало нашу работу. То есть мы учились на своих ошибках очень много. Колбасу мы решили начать, это уже 12-й год. Мы уже работали в Бишкеке. И опять же, вот как я сказал, вопросы с булочкой, допустим, были стандартизированы, решены, но именно вот по колбасам были проблемы, так как мы изначально делали халал-продукцию, и в Бишкеке было всего 2 компании, которые производили. И условия поставки по качеству и по ценам мы как бы были не очень довольны, и вот решили свою, опять же, вот, допустим, следующую проблему решить своими силами. Вот открыли в 2012 году такой мини-цех, рассчитанный на 1 тонну в смену.
колбасный цех открыли. Колбасные изделия – это чистое производство. Производство – это, хотя и мы бизнесом занимались, но именно в производстве мы как бы не очень опыта было, и на самом деле много мы трудностей испытывали, начиная, допустим, от того, что проект не был достаточно разработан, проект мини-цеха. То есть там, когда через пару лет мы столкнулись со стандартами, мы поняли, что мы как бы не совсем правильно построили. И вот из-за этого было принято решение масштабировать и построить современный завод, который бы соответствовал всем мировым стандартам, требованиям в области пищевой безопасности. Вот то, что мы где находимся, это вот как раз завод, который мы построили в 2017 году, где на сегодня мы работаем в соответствии с самой последней версией FSSC 22000, это 6-я версия, это получается выше, пока версии нету в мире. Глобально мы работаем по максимальным требованиям в области пищевой безопасности. Наверное, нам повезло, что именно в этот период экономика начала быстро развиваться, люди начали обращать внимание на халяльность продукции. И я думаю, все-таки наш успех был в том, что мы смогли поставить это системно. То есть мы подходили и к продажам системно, и к маркетингу системно, и к производству. Основной ключ в системности и в налаживании – это вот команду. Я думаю, что мы смогли собрать очень хорошую команду, которая компетентна, и которая, в принципе, каждый в своей области, свою отрасль потянули вперед. И вот благодаря компетентным лидерам в команде, в компании, мы достигли таких успехов. Я же сказал, производство – это новая отрасль была, допустим, там есть понимание минимальной партии, да? И вот, допустим, если мы 100 килограммов делаем, из них, допустим, 80 килограммов уходит на колбасу, на сэндвич, остается 20 килограммов, которые нам куда-то нужно было девать. И вот просто мы как бы решили продать, и продукция успешно пошла. Вот те магазины, которые мы оставляли, они звонили, просили еще привезти, потому что у них клиенты начали спрашивать, то, что вот мы вчера колбасу покупали. Можно сказать, как сарафанное радио, она быстро развилась, и мы быстро поняли потенциал, что колбасный бизнес на самом деле имеет еще больший потенциал, чем сэндвичи. Были моменты, мы отзывали целые продукции, допустим, потому что иногда бывало, что отказывали печи, и температура не достигала соответствующих, допустим, градусов, а это, в свою очередь, как бы грозило отравлением, либо какими-то. Таких моментов тоже было. И после вот таких именно инцидентов приходит понимание, что все-таки нужно внедрять стандарты, потому что мы ничего не придумали, за нас, до нас все это в мире все придумали и как бы прописали в виде стандартов, да, и вот твердо мы решили идти на международные стандарты. В чем они хороши? Они максимально защищают и максимально обеспечивают безопасность продукции. Там есть критические контрольные точки, метод закупки сырья, контроль. То есть, если вот потом по туру посмотреть, у нас есть лаборатория, микробиология аккредитирована, и вот, все, что происходит, допустим, у нас, там, начиная от входящего сырья до выхода готовой продукции, у нас постоянно берутся анализы. Мы, так как большая компания, мы работаем с постоянными контрактами, и перед тем, как заключить каждый контракт, у нас есть очень жесткие требования. И этот контракт сперва проходит одобрение у юриста, у финансового отдела, у ХАСПа, и обязательно мы смотрим на халяльность. То есть, когда вот эти все документы в готове, мы уже начинаем переговоры. И любая продукция, сырье, которое поступает, она должна строго соответствовать всем вот этим международным требованиям. А это что? Это вот к нам, допустим, если это замороженное сырье, она должна приходить в рефрижераторе не более там 18 градусов. Если это охлажденное сырье, температура должна быть в пределах 2, 4, 6 градусов. То есть, и вот это все у нас контролируется сотрудником. Допустим, у нас есть ветеринар есть. И перед тем, как приемки, он описывает сырье, в каком состоянии машина, все это. И бывает много случаев, когда мы разворачиваем, приходится нам разворачивать
продукцию, потому что условия транспортировки не соответствуют. И на самом деле это единичные случаи, так как мы уже вот в течение многих лет обучили наших поставщиков жестким требованиям. Но иногда бывает, что мы иногда машину разворачиваем, так как либо машина не соответствует, либо есть какие-то инородные загрязнения. Качество продукции колбасы – это то, что мы используем. Сырье, мы используем высококачественное сырье. Как я рассказывал в начале, мы для этого соорудили для себя, допустим, если это касается куриного мяса, у нас своя фабрика, которая и на производстве фабрики, если вы снимете, там тоже такой же контроль, такие же этапы проходят. И в конце концов, в совокупности, качественное сырье дает качественную продукцию в конце. Ну, халал – это дозволенное, и вот наша компания, как бы Адал Азык называется, и вот даже до появления халал стандартов мы вот назвали нашу компанию Адал Азык с намерением, что мы будем делать продукцию, которая дозволена к потреблению, да, и когда вышли стандарты, мы одним из первых компаний сертифицировались. На сегодняшний день мы имеем и казахские, и кыргызские стандарты халал. На самом деле за этими стандартами стоит опять же система мониторинга, система закупок и система, которая гарантирует, что у нас на производстве нету харам компонентов, харам веществ, и все наши действия и вся продукция соответствует по всем требованиям халал стандартов. На самом деле именно на производстве это достаточно сложные вопросы, но так как у нас имеются пищевые стандарты международного класса, нам было достаточно легко это получить. Это есть достаточно жесткие требования именно стандартов, которые мы в свою очередь исполняем. И вот аудиторы приходят и на самом деле каждую процедуру, каждый процесс, каждый закуп смотрят в соответствии к стандартам. И вот эти все этапы на протяжении вот всего периода мы ни одно замечание не получали. Тут все халал-сертификаты на все сырье, компоненты, которые мы используем в нашей продукции, и исходя из них потом мы получаем сертификаты, которые нам выдаются. Это вот сертификат халал Кыргызстана и вот следующий сертификат халал Казахстана. То есть мы уже на протяжении более 10 лет работаем в соответствии. Каждое действие, либо каждое бездействие фиксируется. И вот эта система ERP, которая электронная, она еще мониторит автоматом. Если что-то где-то осталось, она автоматом выводит. То есть это предупреждение. И, соответственно, люди проверяют. Бывают моменты, когда компоненты меняются, но это внутри завода. Вот этот стандарт обратно же требует, чтобы мы обучали своих сотрудников, мы обучали на месте, мы обучали у себя, допустим, инструктажи производили. И, соответственно, аудит требует, чтобы мы внутри имели аудированных, сертифицированных работников, которые, в свою очередь, должны обучать сотрудников. То есть каждый год мы проходим повышение квалификации, и все, кто обеспечивает безопасность, это вот группа ХАСП, руководители, директор производства, они обязаны проходить вот эту сертификацию. И после того, как они сами получают сертификат аудитора внутреннего, они начинают обучать каждое подразделение своих сотрудников. И таким образом передается вот это знание, да? Изначально мы обучаемся у международных компаний, потом обучаем наших руководителей, потом они своих подчиненных, эти свои подчиненные, в свою очередь, обучают простого работника непосредственно на рабочем месте. И проходим ежегодные аудиты, то есть раз в квартал тестирование идет. Все это на самом деле, как вот в университете, у нас тоже есть экзамены, зачеты и финальные экзамены. Если кто-то не проходит это, мы либо его переводим на менее ответственное место, либо в другую должность, либо просто увольняем, потому что мы не можем идти на компромиссы именно в плане безопасности пищевой. У нас
Еще есть дочерняя компания, это Агропуш, птицефабрика, то есть мы для себя мясо курицу делаем сами полностью. И есть еще одна дочерняя компания Кыргызбройлер, которая занимается инкубационными яйцами, которые в свою очередь обеспечивают вот птицефабрику Агропуш. Да? Можно сказать, мы в локализации производства дошли до уровня племенной птицы. Это на самом деле для Кыргызстана очень большое достижение, потому что производство работает, когда есть сырье. Птицефабрика работает, когда есть цыплята. А цыплята есть, когда есть родительское стадо. Да? А родительское стадо, она у нас сегодня продается только в Европе. Вот мы с Европы суточный цыпленок привозим, и он растет, полгода растет, потом только начинает давать инкубационные яйца, которые в свою очередь потом нам дают кросс цыпленка, бройлера, который через определенное время превращается в мясо, которое превращается в колбасу, которая потом идет в сэндвичи, и вы кушаете. Вот. По сырью постоянно у нас были проблемы. Я хочу сказать, что в колбасе очень много мы используем филе курицы, это вот грудная часть, и импортное сырье, она иногда бывала до 18% воды мы покупали. То есть вот вроде бы замороженное, а потом, когда размораживаете, до 18% это вода. И, конечно, мы считали, и получалось очень дорогое мясо. И вот мы решили просто стандартизировать и обеспечить себя бесперебойным, качественным, самое главное, сырьем. И вот в 2019 году мы купили старую птицефабрику, которая на тот момент стояла, обанкротилась и как бы стояла без действия, и возобновили. На сегодня я могу сказать, что мы в этом году идем на 20 тысяч тонн производства мяса. Это что значит? Это значит 3 раза больше, чем Кыргызстан делал последние 30 лет. И вот и нас в будущем планы довести до 30 тысяч тонн. Это примерно будет 30% потребления внутреннего рынка Кыргызстана. Все, кто посещает наше производство, наши мощности, как бы они уходят очень довольны. Если это люди в сфере производства, они говорят, что они очень много полезного для себя берут. Если это просто другие потребители простые, ну, они гордятся просто, что есть такой современный завод у нас в Кыргызстане. Мы устраиваем туры, это вот наши партнеры, кто с нами работает, это магазины, то есть это вот учебные заведения, либо ассоциации, где вот предприниматели, для них наши двери постоянно открыты, потому что мы хотим, чтобы они тоже развивались, они тоже брали что-то полезное для себя. И в этом плане мы максимально то, что от нас зависит, мы как бы стараемся всем показывать. Опять же, по тем пищевым стандартам, каждый чужой человек – это потенциальный риск для пищевой безопасности, но из-за этого мы как бы ограниченное количество человек можем пускать. Мы уже являемся лидерами Кыргызстана, абсолютными, да. А через 5 лет мы хотим стать лидерами Центральной Азии в этой области. И у нас прописанные цели есть амбициозные, войти в топ-5 крупных агропромышленных холдингов в Центральной Азии и создать 1% ВВП Кыргызстана к 2030 году. И вот на самом деле это амбициозные планы, но я верю, что мы достигнем всех наших целей. Ну, Кыргызстан, Казахстан, Россия и Узбекистан. Во всей группе, можно сказать, это если 4 компании брать, это сегодня примерно 1500 человек, а точнее 1483 человека. По итогам 2024 года группа компаний это 0,7% ВВП Кыргызстана. Философия компании – открытость, прозрачность. Максимально заботимся о безопасности наших потребителей. Вот эти простые, в принципе, ценности и делают нашу компанию как бы успешной.